Друзья, всем привет, на связи Соболев Игорь, это новый выпуск на нашем канале. Сегодня мы поговорим про самую необычную нишу с самыми необычными предпринимателями. Это бизнес без вложений по сбору шишек. Смотри, прикольно. И для этого мы отправились в Сибирь, в Горный Алтай. Приезжают совершенно разные люди, возможно. 5 минут, полмешка собрали. Мы разрушили шишку и добыли орех. Мы оценивали дело свое, так скажем, миллионов 6-7. Сколько пачка такая стоит? 1250 рублей. Друзья, ну вот как вам бизнес-модель? Да, хорошо. Неплохо мы заскочили. Я хочу вам представить, это Игорь, Алла и Альфред. Расскажите, чем занимаетесь? Мы производим оздоравливающие продукты питания. Все, что здесь местного производства, вы это перерабатываете и создаете какие-то классные продукты. Совершенно верно. Вы равноправные партнеры. Да. А кто за что отвечает? Альфред у нас по кедровому производству. Орех, переработка, все тонкости, все нюансы – это за Альфредом. Алла – авторские рецепты, масла различные. Я фрукты, то есть это различные вяленые продукты, связанные с фруктами, витаминами. Будем пробовать продукты? Конечно. Друзья, я обожаю эту работу, понимаете? Это просто идеально вообще. Люди на Алтае годами или даже поколениями собирают шишки. С августа по конец октября практически все мужики уходят, как говорят, на шишку. В народе их называют шишкобои или шишкари. Ну мы сейчас пойдем шишки пособираем. Можно хотя бы немножко поездку отбить, да? Вот. Вот эта шишка. Ну да, но это какая-то корявая. Какая-то не очень шишка. Да, смотрите, друзья. Смотри. Прикольно. Сколько она стоит шишка сегодня? Курс по шишке сколько? 3000 мешок. 5 минут, полмешка собрали. Ну не полно. Друзья, ну вот как вам бизнес-модель? Прикольно же. Ходишь, шишки собираешь просто и все. И о жизни думаешь. Все, у меня все руки в смоле, короче. Друзья, если вы хотите заниматься бизнесом по ремонту квартир в своем городе и зарабатывать от 250 тысяч рублей уже в первый месяц работы, взять всего лишь 3 объекта, у нас сейчас их 25 в Санкт-Петербурге, используя наш маркетинг, наши подходы, наши прайсы. Если вы хотите это сделать и обучиться у нас, оставляйте заявку по ссылке в описании. Наш менеджер с вами связывается, его зовут Сергей, он вам все расскажет, покажет. Если вы хотите поговорить конкретно со мной, он это все организует. Мы с вами созвонимся, я вам расскажу, на чем мы зарабатываем, чем мы можем быть вам полезны. Наши новые франчайзи уже взяли свои первые объекты, а те, кто с нами давно, уже управляют строительными компаниями в своих городах. Давайте вместе развиваться в строительном бизнесе. Если вы хотите работать с компанией Брусника, мы вас ждем. Брусника! Есть несколько способов собирать эту шишку. Как мы это делали. Значит, мы шли, что лежит, то мы в мешок складывали. Но это не очень профессионально. Профессионалы, значит, что они делают? Они залазят на деревья, берут палку и по веткам стучат, и другой человек собирает эти шишки. Есть еще такой предмет, как колотушка. Это, я так понимаю, как большая кувалда, да? И они стучат по дереву, и шишки падают. Но это такой браконьерский метод, потому что кора дерева портится. Из-за этого, как говорят, что таких браконьеров не очень на Алтае любят. Ну, для местных людей это основной, возможно, заработок во время сезона, то есть урожая самого кедра. Очень много людей смотрят в эту сторону и понимают там полезность и ценность этого продукта. Поэтому приезжают совершенно разные люди, возможно. Кстати, местное население очень негодует по этому поводу, потому что это превратили, возможно, в какой-то уж промысел такой. Осторожно, здесь пройдет бы слово браконьерский. Нанимают огромные бригады, загоняют их в горы, и те достаточно так скверно собирают, не щадят кедры, которые вековые стоят, и это местному населению не нравится. А вы скупаете шишку? И скупаем, и Сами собираете? собираем сами. Мы знаем, что на Алтае есть, как в Питере мы смотрим курс доллара, курс евро, здесь есть курс шишки. Я уже хочу в мульте повесить табло, знаешь, как бегущая строка. Курс евро, курс доллара и курс шишки. Прям реально. У нас каждый день меняется цена на шишку, на мешок. Она сейчас мешок стоит 3000. В основном те, кто собирает ее, просто сдают, да, вот мешок 3000. За день можно насобирать там мешков 10, да, вот 30 тысяч за день. Шишка подсушивается, потому что она может там под дождем пролежать, она может запреть, а это влияет на качество ореха. Печка, когда топится, у нас есть сушилка электрическая, но здесь, когда тепло идет, есть возможность посушить шишку от тепла. Этот станок, он, в принципе, разделяет шишку на чешуйки и орех отделяет. Мы хотим сейчас посмотреть, как в реальности это происходит, чтобы мы разрушили шишку и добыли орех. Этот станок – это пневмосепаратор. Здесь он отделяет орех от примесей различных. Получили чистый орех, без ничего, мы калибруем этот орех.
Это калибратор. Здесь он разделяет на фракции мелкие, крупные орешек. Калибровали, мы его расщелкиваем. Это вот как раз таки здесь станок, там жернова. Когда мы его расщелкнули, снова на пневмосепаратор. Здесь происходит отделение уже скорлупы. После пневмосепаратора мы переходим на фотосепаратор. Это оборудование разделяет уже орех и по цвету от нерасщелкнутого ореха. После того, как он разделил, повторяем этот цикл, то есть до тех пор, пока весь орех уже не переработается. Ну, из этого ореха много можно чего сделать, да, блюд? Халва, масло, урбич, мука кедровая. Это вот все. Что такое урбич? Это перетертое кедровое ядро. То есть это как арахисовая паста, только из кедра. Сколько вы сюда денег потратили на это производство? Около 2 миллионов, даже, наверное, 2 миллиона точно. На все, да? Ну, вот именно на кедровое оборудование. Мы оценивали дело свое, так скажем, миллионов 6-7, где-то так. Сколько у вас вообще всего продуктов? Наименование 50. Сколько пачка такая стоит? 1250 рублей, 500 грамм. Это вяленая тыква в меду. Наподобие цукатов. Готовится продукт в течение 3 суток. То есть достаточно такой сложный процесс. Березовый сироп собирается, березовый сок по весне. Потом он упаривается в процентном соотношении 100 к 1. То есть, чтобы получить литр березового сиропа, необходимо 100 литров березового сока. Заменитель сахара. То есть, те, кто люди стараются там в своей жизни уменьшить количество сахара, то это в качестве посластителя. Вот это вы сами собирались. Надо собрать 100 литров, да? Да. О, идет. Видишь? Да. Роднулька наша. Ее вот обнять надо, вот обнимать их надо и слушать, что деревья шепчут. Ваня, ты хоть раз березовый сок пил? Только пиво, брат. Вот саму реально пробуешь Россию. Ну что, с чего будем пробовать? С орехов. Давайте орешки попробуем. Че ты переживаешь? Я тебе все оставлю. А он такой типа быстрее. Урбич похож на мед с орехом. Так, а вот это у нас яблоки. Яблоки в меду, да, вяленые. Вот это тупо больше. Конопляные ядрышки. В смысле, это растет, надо собрать коноплю. Выращивание конопли – это лицензируемая деятельность. То есть это мы покупаем само сырье в Алтайском крае. Как бы, а сырье это что, кусты как бы покупают? Не, покупается само семя. Шишки курят, ребята. Так, мы наговорим сейчас. Мы у них заказываем сырье и перерабатываем уже его и в масло. Получаем также ядро конопли. Ну, хорошо. Неплохо мы заскочили. Это чага. Чага? Березовый гриб. Вот чтобы в таком состоянии найти гриб, именно чагу березовую, ему надо 25 лет, чтобы вырасти. Потом такой кусочек, он натирается на терке и заваривается, как обыкновенный чай. То есть это очень полезный гриб. А вы просто ходите по лесу и знаете, что можно в лесу использовать для того, чтобы это было полезно? Мы изучаем эти вопросы, но вот чага – это один из тех грибов, которые мы искали в течение года, и достаточно сложно было найти. А сколько дней в месяц вы где-то в лесу ходите и ищете что-то? Каждый день мы бываем там, когда начинается лето, конечно, сборы ягод, трав. Другие есть параллельные процессы, не менее важные, поэтому с утра встали, резко в лес, резко с леса и... Как бы у нас в Питере чуть-чуть по-другому. Там как бы мы едем, типа в офисе, там что-то поработали, там, а тут с утра встаешь, в лес едешь. Многие задаются вопросом, какой бизнес можно делать, если ты живешь в маленьком городе или, допустим, в селе Усть-Кокса. И вот, ребята, как пример, что даже в небольшом селе на Алтае можно построить бизнес. И если у вас есть какой-то уникальный продукт, который вы можете реализовывать, благодаря интернету вы можете продавать его там во все регионы России, СНГ там, и по всему миру. Как пример, даже я вот слышал про такую предпринимательство Гузель Санжапова. На Урале есть такое село, как Малый Турыш. И девушка, ей тогда было 27 лет, организовала с местных бабушек, и они создали какие-то продукты, которые пользуются спросом. И вот такие истории, конечно, мотивируют. И как один из примеров, как ребята, у которых мы брали интервью, если у них получится тоже сделать какую-то большую историю, я буду только рад. Расскажите про продажи, как они у вас вообще устроены? Не все удается, так сказать, уделить достаточно внимания, чтобы эффективно это выглядело. Пока это происходит там с помощью социальных сетей. Вот. Но в дальнейшем, конечно, мы тут интернет-магазин развиваем, ну, сервис продаж. А где-нибудь там, может, на маркетплейсах, кстати, не продаете? Не продаем, потому что эта продукция требует особого хранения. Не факт, что она где-то там будет храниться надлежащим образом. В итоге, ну, человек может получить не того качества продукта уже. Сколько можно зарабатывать с этой деятельностью? На данном этапе у нас средняя зарплата по стране А сколько средняя зарплата сейчас нынче? в районе 40-30 тысяч. Игорь скромничает. Ну, здесь просто надо добавить маркетинга, я думаю, что более системного. Маркетинг развивает бизнес.
Маркетинг — это движущая сила бизнеса. Если нету маркетинга, то бизнес не растет. Как мы говорили, кто не смотрел выпуск с Александром Долговым, вот здесь он появится. Если ты хочешь зарабатывать миллион, ты должен тратить до 20% от этой суммы на маркетинг. Тогда ты, возможно, этот миллион заработаешь. И как мы говорили про Гузель, она много вкладывала в маркетинг. Соответственно, и тогда это растет. Ребятам желаю, чтобы они начали заниматься маркетингом. Это самое важное, что у нас есть в бизнесе. Не важно цель дохода, а важно то, чем ты занимаешься, я считаю. Мы не хотим наше дело превращать в какое-то масштабное производство, иначе просто потеряется интерес и может все рухнуть. Как обычно, я как бы с этим не согласен. Главное в моменте же быть счастливым, правильно? Как говорят предприниматели, покажи мне компанию, которую ты строишь, и я увижу твою душу. Мышление предпринимателя напрямую коррелирует с компанией, которую он строит. Кто-то хочет миллиардную компанию построить, кто-то хочет поехать в Америку, сделать какой-то стартап, захватить весь мир. Кто-то миссией своей компании ставит сделать классные продукты, которые помогают людям не болеть. Это тоже круто. Я бы, конечно, этим бизнесом не занимался, потому что я, во-первых, не такой духовный. Я бы вряд ли поехал на Алтай собирать шишки по лесу. Ну и миллиардную компанию, я думаю, что вряд ли из этого построишь, а мы же куда-то стремимся в стратосферу постоянно. Но я думаю, что ребята реально красавчики, мне нравится, чем они занимаются. Это реально полезно. Вы самые необычные, по-моему, предприниматели, которых мы снимали. На самом деле, мне очень приятно с вами познакомиться. Вижу, что вы любите свой продукт. Я желаю вам, чтобы вы реализовали какую-то такую классную, хорошую идею, миссию. Да, я надеюсь, что у вас все получится. Реально офигенно. Вы такие счастливые вообще. Я обнять вас хочу всех, понимаете? Ровно через неделю у нас выйдет выпуск полноценный про Алтай. Коровы, какахи. Поле прекрасное. Там мы поедем в горы смотреть и рассказывать про духовных людей. Все, кто сюда приезжает, они все влюбляются в Алтай и все хотят сюда вернуться. Девчонки, хотите получить оргазм? Вот Инстаграм. Кэшбэк, тут здесь вообще все на лайте. Ты сам кузнец своего счастья. Будем рассказывать про историю Алтая. Мы сейчас находимся в таком месте, откуда берет свое начало легенда о Беловодье. Мы не то чтобы там прям лютые старобрядцы, киржаки. Наслаждаться красивыми видами Алтая и Сибири, и нашей родной России. Лайк, комментарий, на канал подписались и до новых встреч, друзья. Пока.